Друзья, всем привет! Продолжаем с вами обсуждать новости уходящей недели. В пятницу один альпинист поднялся на гору. Это было в муниципалитете Преддвор в районе Кальской горы. Он поднялся и там застрял на каком-то узком выступе и не мог сам спуститься. И ему не могли помочь обычные спасатели, то есть нельзя было до него добраться и как-то его спасти. И в итоге пришлось вызывать вертолет, и к нему на помощь прилетел вертолет словенской армии. На самом деле для меня это тоже новость, я не знала, что в Словении есть какая-то армия. Прочитаю, как его спасали. Спасение на вертолете было очень сложным из-за сильного ветра. Ему помогали спасатели горно-спасательной службы «Крань», Объединенной вертолетной бригады скорой медицинской помощи и Горно-спасательной ассоциации Словении в Брнике, и также экипаж вертолета. Горно-спасатели спустились по склону к альпинисту на уступе скалы и с помощью веревочной защиты вызволили его из сложной ситуации. В итоге его подняли на стальном тросе к вертолету целым и невредимым и доставили в больницу. Возможно, вы не знали, но в Словении огромное количество медведей. И на самом деле вот этот стереотип, что в России ходят медведи по дорогам, можно с легкостью применить на Словению. В маленькой Словении находится более 1000 медведей. И на самом деле очень страшно ходить по лесам, потому что ты можешь в любое время встретиться с медведем. И в соседней Италии, кстати, оказывается тоже очень много медведей. На севере Италии медведь убил молодого бегуна. Медведь напал на бегуна на лесной тропе на северо-востоке Италии и убил его. Это первый подобный случай в тех местах. 26-летний мужчина был растерзан бурым медведем в среду во время пробежки по горному ландшафту вокруг своей родной деревни. Его семья забеспокоилась, когда он не вернулся с пробежки, а поисковая группа нашла его тело ночью. Молодой человек получил глубокие раны на шее, руках и груди. И эксперты доказали, что на него напал медведь. В марте в том же регионе медведь напал на человека, вызвав общественные дебаты об опасностях, которые представляют эти животные. В 2014 году самка бурого медведя также напала и серьезно ранила сборщика грибов в Трентино. Местные власти решили застрелить медведя после нападения на этой неделе. И, кстати, в Словении тоже идут разговоры об отстреле медведей, так как их популяция с каждым годом растет, и они представляют угрозу людям. 9 апреля в Словении празднуют Пасху. В Словении в основном проживают католики, и католическая Пасха отличается по времени от православной буквально на неделю. Интересно, что традиции очень похожи. Люди также идут на пасхальную службу в церковь, также красят яйца, пекут, правда, не куличи, а такую вкусную патицу. Наверняка рецепт отличается, но смысл остается тем же. И вот эту еду они несут в церковь, и там ее освящают. Я, кстати, не помню, носят ли православные еду в церковь. Если кто-то из вас ходит в церковь, напишите, мне очень интересно, освящают ли еду в России, в церквях. Я такого вообще не припомню. И еще интересное отличие, что в церковь помимо патицы и яиц, они также носят мясной окорок. Его там тоже освещают, и потом эту еду они забирают домой и съедают за праздничным столом. Всех католиков поздравляю со светлым праздником Пасхи. И для моих постоянных зрителей, для тех, кто досмотрел эти короткие новости до конца, хочу поделиться лично своей новостью. На прошлой неделе я получила свою карточку ПМЖ, которую мне выдали на 10 лет. Это очень большая радость. До этого момента у меня была карточка ВНЖ.
временного места жительства. Но после 5 лет проживания в Словении я получила карточку постоянного места жительства, чему я несказанно рада, и буквально через 5 лет я уже смогу подать документы на гражданство. Так что принимаю ваши поздравления. На этом сегодня мои короткие новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и до новых встреч. Пока-пока.